Получается, освободить. Добрый день, да, я подключилась, спасибо. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Я рада, что у нас в конце концов получилось подключиться. Тут технические проблемы некоторые были. И я готова начать рассказывать о самом удивительном, самом уникальном возрасте в жизни каждого человека. Вообще, как бы об этом возрасте мы знаем, казалось бы, очень много. Мы понимаем, что он очень важный, но в чем все-таки его важность и в какие моменты знаменательные в этом возрасте и на что следует обратить внимание, вот об этом мы поговорим с вами сегодня. Вообще огромное количество исследований, конечно, уже велось и ведется об этом возрасте. Очень много научных работ. И вся прелесть-то именно в том, что все ученые все-таки сходятся к мнению, что самое главное для маленького ребенка – это его чувственный опыт. Это то, что является потом огромным таким заделом в его будущее. Когда-то, много лет назад, когда были малы еще мои дети, появлялось огромное количество научных разработок, в которых говорилось о том, что до 3 лет ребенка можно научить чему угодно, что в этом возрасте он очень хорошо усваивает информацию. Была такая чудесная книга, написанная очень красиво, японским таким автором Масару Ибука. И называлась она «После 3 уже поздно». И замечательно, правда, она очень красиво была написана, и там говорилось о том, что маленький ребенок, если его целенаправленно обучать, можно его научить играть на фортепиано, можно его научить рисовать, читать, вот совсем крошку. Очень многие родители пытались это сделать и упускали очень важную вещь. Кстати, и сам Масару Ибука потом признавал, что он глубоко ошибался в своих изысканиях и в своих утверждениях, и что для ребенка совсем не это важно в возрасте до 3 лет. Что же важно для маленького ребенка? Для маленького ребенка очень важно чувствовать тепло и безопасность, и получить самую важную вещь в жизни, на которой строится все его будущее. Это базовое доверие к миру. Именно базовое доверие к миру позволяет уже взрослому человеку делать свои открытия, ставить перед собой цели, достигать их, строить отношения с другими людьми. Если мы упускаем это базовое доверие, вот некий фундамент, мы не получим того здания, которое должно строиться на этом фундаменте. И раннее развитие, о котором говорили раньше, да, это такое вот, скажем, как я всегда говорю, это такое натаскивание детей, оно лишает их возможности получить самое важное, насытиться вот этим теплом, получить это самое базовое доверие. Малыш в этом возрасте должен понять в первую очередь, что он нужен миру, нужен маме, он должен насытиться ее теплом. И вот с этим теплом он уже пойдет по жизни. Он должен получить понимание того, что каждый человек уважаем, каждый человек имеет право на что-то. Ребенок должен почувствовать, увидеть границы собственной личности и границы других людей. И это возможно только в том случае, если это ему передается семьей. А вот все остальные навыки, да, о которых говорилось в подобной литературе, это он получит, это он все успеет получить на протяжении всей своей жизни. И самый главный человек в жизни каждого ребенка, естественно, тот, кто о нем заботится. Вообще малыш, попадая в мир взрослых, испытывает огромный стресс.
да, то есть меняется все вокруг него, даже вот гравитация становится совершенно другой, температуру нужно регулировать самому, а не мамочка это делает. И для того, чтобы вот это вот самый первый опыт отрыва от мамы, как говорят ученые сепарации, прошел благополучно, нужно, чтобы мама как можно больше продолжала согревать своим теплом, чтобы с этим миром он знакомился постепенно, чтобы первый его опыт был благополучным. Он должен начать понимать, что иногда для того, чтобы получить желаемое, нужно немножко подождать, что иногда бывает холодно, он должен испытать этот момент на себе и дать знать нам с вами, да, что ему холодно или некомфортно. И в это время подойдет взрослый, укроет его, погладит по головке, поговорит с ним. И тогда ребенок понимает, что когда он высказывает свои чувства, он получает отдачу, он получает от других людей то, чего он ожидал, или, может быть, какой-то другой чувственный опыт. Вообще, самое главное в это время, да, вот когда появляется маленький ребенок в семье, любая семья, будь это первенец или уже не первый ребенок, испытывает некий такой кризис, когда в структуре самой семьи что-то меняется, да, и вот этот маленький виновник этого кризиса, он является как бы главным человеком, и в то же время люди, которые за ним ухаживают, должны перестроить свой быт, свою жизнь несколько по другим правилам. И вот очень важно, чтобы в этот период все, кто находится вокруг маленького ребенка, испытывали благополучное отношение друг к другу, тепло по отношению друг к другу и помогали друг другу. И тогда вот эта уверенность будет передаваться и малышу тоже. И в этой уверенности он спокойнее будет относиться к миру. Очень давно, много лет назад, когда я еще была совершенно молоденькой девочкой, да, у меня был первенец, моя бабушка говорила мне, если я оставляла ребенка, да, там на какое-то время, она говорила: иди и не думай, да, вот если будешь думать, то он тоже будет переживать. И когда я уже стала, когда выросли мои дети, когда я стала изучать этот вопрос, да, я поняла, что маленькие дети, они чувствуют всем телом. Они еще являются единым целым с теми взрослыми, к которым они привязаны. Ведь недаром происходит вот такое, знаете, вот сюсюканье, когда рождается малыш, и это правильно, так должно быть. Взрослые говорят: мы покакали, мы там покушали, мы пописали, нам нужно переодеться. Нам, потому что мы единое целое. И если в этом едином целом, в этом организме происходит какой-то сбой, да, то есть мама себя плохо чувствует, папа без настроения, малыш это чувствует. И, естественно, в его мире нарушается некая целостность. И поэтому очень важно, в первую очередь, чтобы взрослые, которые окружали малыша, это понимали и помогали друг другу, чтобы вот этот кризис новообразования, да, того, что происходит в семье, прошел безболезненно, чтобы ребенок понимал, что он нужен миру, нужен семье, и что его семья – это то благополучие, которое его окружает, да? Что все, что здесь происходит, происходит во благо. И вот первый опыт, да, отрыва от мамы, который происходит, когда ребенок остается в комнате один, в кроватке один, благодаря тому, что все происходит в семье благополучно, и для ребенка пройдет очень хорошо. Да, вот первый опыт сепарации произойдет для него безболезненно. Когда-то очень давно, в те самые добрые времена, был еще один замечательный автор, Бенджамин Спок, который учил нас, как нужно ухаживать за младенцем, что если младенец там немножечко поплачет, то ничего страшного в этом нет, он должен понимать, что в этом мире он может оставаться один, и он должен быть к этому готов. И вот это тоже очень такое серьезное заблуждение, потому что ребенок должен постепенно привыкать к этому миру и не чувствовать его враждебность. Для того, чтобы сохранить в себе вот это желание знакомиться с этим миром, чтобы уже будущий
взрослый вот сейчас понимал, что все, что находится вокруг него, это интересно, это надо изучить, это надо попробовать, чтобы ему хотелось вообще какой-то новизны, чтобы ему хотелось, вот, и он относился к этому миру доброжелательно. В таком ракурсе, да, вот Бенджамин Спок совершенно не рассматривал рост наших детей. Если ребенка оставлять в комнате одного, он будет понимать, что все вокруг него страшное пространство, и ему страшно будет знакомиться с этим миром, и возникнет некая тревожность. А переносить разлуку с близкими ребенок начнет постепенно, когда мама не будет сразу брать его на руки, а наклонится над ним и начнет с ним просто разговаривать, объясняя, что я тебя не могу взять на ручки, у меня ручки грязные, я с тобой поговорю. И вот в этот момент происходит еще одна очень важная вещь, которую нужно запомнить всем мамам, да, и всем папам, и всем взрослым, которые окружают малышей. Вообще маленькие дети от периода новорожденности и до 3 лет очень чувственно относятся к лицу взрослого человека. Есть зона на лице взрослого человека, очень важная для наших детей, так называемая Т-зона. Да? Это наши глаза, носогубные складки и рот. Ребенок воспринимает это как некое целое. Я сейчас вам покажу один очень интересный такой сюжет. Это тоже научные такие изыскания, когда изучался опыт, детский опыт жизненный, да. То есть сейчас мы посмотрим с вами этот сюжет и потом обсудим. Это так называемый эксперимент «Безжизненное лицо». Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 34 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In this still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby, who's about a year of age. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. То есть вы сами понимаете, да, маленький ребенок, он смотрит маме в лицо, и он, не видя ее реакции, он начинает тут же плакать. Вот оно, родное мамочкино лицо, но оно совершенно другое, оно выглядит по-другому, на нем нет никакой реакции, нет никакой жизни. А ребенок, он отзеркаливает все то, что видит. И в этой ситуации он начинает нервничать, он начинает испытывать стресс.
Поэтому очень важно много говорить с ребенком, чтобы он видел ваши эмоции, чтобы он понимал, когда мама расстроена, когда она улыбается, в чем причина этого. И есть еще одна очень важная вещь, которая касается речевого развития детей в этом случае, потому что речь маленького ребенка начинает развиваться еще до рождения. Да? И с самого рождения, если мама не говорит с ребенком лицо в лицо, если она не улыбается, если она не произносит слова так, чтобы он видел, как шевелятся ее губы, то ребенок не повторяет за ней. А наши мамочки, которые наблюдают за своими детьми, они точно знают, что когда еще маленькому ребенку наклоняешься и начинаешь ему что-то говорить, еще не понимая до конца мамину речь, но слыша ее журчащий голос, малыш начинает шевелить губами, как будто пытается повторить то, что она говорит. А на самом деле он испытывает свое лицо, свои мышцы, он пытается повторить за мамой и таким образом развивает свой речевой аппарат. Именно таким образом он готовится к тому, чтобы начать говорить. Учеными уже очень давно доказано, что если мама много говорит со своим ребенком с самого рождения, и это живая человеческая речь с включением эмоций, то такой ребенок будет более успешен в учебе в школе. Потому что человеческая речь, она запускает огромное количество процессов в головном мозге. И это то, что помогает потом ребенку быть внимательным, слышать все звуки, различать фонематически эти все звуки, быть настроенным на живое человеческое общение. То есть, говоря со своим ребенком, показывая ему свои эмоции, мы не просто готовим его к речи, мы строим его будущее, успешное будущее. И это то, что очень важно нам понять. Есть такая другая сторона, да, вот этого постоянного присутствия мамы в жизни ребенка. Нельзя быть абсолютно хорошей, там, замечательной, самой лучшей мамой, посвящая всю жизнь своему ребенку. И почему? Если вы живете только жизнью своего ребенка, не будучи, не показывая ему, что и другой человек имеет право на жизнь, имеет право на собственное «я», то наш ребенок тоже растет неуверенным в себе. А вот почему? Ведь я же все делаю для того, чтобы он был успешным, чтобы он был хорошим, чтобы он был счастливым. А просто потому, что ребенок учится жить от нас с вами. Первые выводы он сделает гораздо позже, но пробовать жизнь на вкус он начинает уже сейчас. И если мама не показывает ребенку свои личностные границы, если ему все позволено, то он и не научится видеть личностные границы другого человека, возможно, и свои границы. И тогда другие люди будут пользоваться им, и он не сможет отстоять свое собственное «я». То есть должен существовать такой некий баланс. Да, я люблю, ты важный человечек, и я тоже человек. И нам хорошо быть вместе, нам всегда комфортно, потому что мы любим друг друга. Да, дети очень часто, если не сказать всегда, испытывают терпение, испытывают эти границы материнской любви, всепрощения и так далее. Но если мы не будем устанавливать этих границ, и если они не будут разумными, то не произойдет вот того самого отделения ребенка от мамы, того самого второго этапа сепарации, когда ребенок идет исследовать этот мир. Иначе ребенок начинает прятаться за маму, да, или не понимать опасностей в этом мире. А ведь он должен понимать, что плохо, что хорошо, что опасно для него. Да? Замечательное есть изречение Фрэнсис Скотт Фицджеральд, говорила своей героине. Она искала секрет той силы,
что питало их независимость, или способность к творчеству, или умение идти напролом, но искала напрасно. Секрет таился в борениях детства, давно и накрепко позабытых. То есть абсолютно все, что потом человек пробует, все те таланты, все его способности, все его желание знакомиться с этим миром, узнавать что-то новое, это все начинается именно в детстве, когда мы с вами, взрослые, помогаем ребенку установить границы свои, границы других людей. И он понимает, что можно пробовать, чего нельзя, что ему доступно, а что, попробовав, у него пока не получается. Потому что совершать ошибки и уметь потом исправлять их, это тоже очень важный жизненный опыт, который приобретается именно вот здесь, в раннем возрасте. Потому что я иду по дорожке, и у меня запутались ножки, я упал. А если взять маму за ручку, я буду идти и шагать, поднимать эти ножки высоко. Пока мои ножки непослушные, я буду шагать с мамой. Да, вообще очень такое правильное изречение, которое я услышала несколько лет назад, что мамы, они очень умелые провокаторы, которые позволяют ребенку двигаться вперед. В чем же заключается эта провокация? А именно в том, что мама может остановиться в некоторый момент и не делать что-то за собственного ребенка для того, чтобы он приобрел какой-то жизненный опыт, важный для себя. Вот, например, сидит на коврике малыш, он бросает мячик, мячик укатывается, да, а рядом проходит мама, и он показывает маме: мячик. Мама говорит: ой, укатился мячик, далеко укатился, а у тебя получится его достать? Мы идем пробовать доставать. И замечательно, посмотри, как далеко, ну-ка, ты достал, да ты у меня молодец. Замечательный эмоциональный настрой у ребенка и у мамы. А что будет, если мама пойдет и достанет по указанию ребенка этот мячик? Нового жизненного опыта не будет. И нет желания узнавать что-то новое, и нет желания к чему-то стремиться, потому что есть люди, которые готовы за тебя все это сделать. Или есть люди, которых всегда можно о чем-то попросить. Вот здесь очень важно понимать, что мама должна быть рядом, но не должна делать что-то за ребенка. И вот это понимание, оно дает возможность нашим с вами малышам именно двигаться вперед и быть успешными. Потому что когда вы хлопаете в ладоши, хваля ребенка за его достижения, даже очень маленькие, это еще больший стимул сделать что-то новое для себя, добиться чего-то очень важного. Вообще, когда малыш пытается сделать что-то сам, вот этот вот кризис, так называемый, мы говорим, 3 лет, очень часто наступает раньше. Почему? Потому что мы всегда хотим сделать для наших детей как лучше. Мы стараемся все сделать за них, все подготовить так, чтобы им было комфортно, удобно, и вот взяли, все сделали, все получили. Но это такая, знаете, обратная сторона медали получается. У ребенка нет стремления что-то делать. И вот тогда проявления бывают очень разными. Иногда некоторые дети не хотят ничего делать и требуют, чтобы это делали родители. А некоторые родители отталкивают, а вернее некоторые дети отталкивают и отвергают родителей в своей настойчивости, в своих попытках добиться чего-то самим. И тогда появляется детская агрессия. Детская агрессия – это такая очень интересная вещь. С одной стороны, слово агрессия очень такое нехорошее. И нам кажется, что это плохо, когда мы говорим агрессивный человек.
Но с другой стороны, агрессия, как и любое проявление человеческих вот, чувств, человеческих особенностей, все-таки является в какие-то моменты двигателем, помогает перейти на следующий жизненный этап или добиться, вот такая вот желание чего-то добиться. Если мы всегда будем глушить это в ребенке, да, то мы сделаем нашего ребенка инфантильным. И получится такая очень нехорошая вещь. Если мы будем все время ругать ребенка, если мы будем его все время сравнивать с кем-то, говорить, бить его по рукам и наказывать за то, что он вас ущипнул, да, всегда, я говорю именно всегда, за то, что он вас оттолкнул, то мы получим человека, который не сумеет выстраивать взаимоотношения с людьми, потому что он не будет понимать человеческих эмоций. Почему? Я говорю о том, что мне плохо, я говорю о том, что мне не нравится, ну, то есть агрессия у маленького ребенка появляется именно потому, что ему что-то не нравится, потому что ему плохо, а меня не понимают. И никто не может мне сказать, как нужно себя вести. А как нужно себя вести в этой ситуации? Конечно, нельзя все это не замечать или делать вид, что ничего не произошло, потому что плохое поведение закрепляется, естественно. Да? Я сделал, я всего добился, ну вот и все замечательно, я получил то, что я хотел. Обязательно нужно ребенку показывать, что вам больно, что вам неприятно и что вам это не нравится. То есть вы должны показать, какие чувства испытывает человек в тот момент, когда ему делают больно, когда его обижают. И в то же время показать маленькому человечку, какие чувства испытывает он. Мне больно, мне очень больно, я хочу даже плакать сейчас. Ты меня ударил, потому что ты хотел получить ложку, которая у меня в руках. Ты хороший мальчик. И мне больно, давай мы друг друга пожалеем, тебе ложку надо, попроси у меня ложку. Обязательно нужно говорить о своих чувствах, и обязательно нужно показать ребенку, какие чувства он испытывает, и как нужно вести себя по-другому. Ты плачешь? Ты разбрасываешь игрушки, потому что ты хочешь вон ту пирамидку? Ты зачем меня бросил? Ты хочешь, чтобы я тебе достала пирамидку? Мне было очень больно. Давай мы с тобой попробуем пойти достать эту пирамидку вдвоем. Ну, как-то так. Может быть, по-другому, но существуют такие моменты, когда нужно реагировать остро, да, когда ваш малыш обижает кого-то другого, и это жестоко, это больно. В такие моменты, конечно, купировать нужно сразу, чтобы не принести несчастье другому человеку, да, чтобы не больно было кому-то другому и не обидно. В этом случае нужно всегда говорить: не надо Сашу обижать, ему же больно. Это очень больно, мы не будем обижать Сашу. Ты хотел попросить у него мячик? Давай мы попросим у него мячик. Саша мальчик хороший, и ты у меня мальчик хороший. Мы сейчас попробуем договориться. Такие ситуации нужно купировать незамедлительно, но в то же время ребенку нужно дать понять, почему так делать нельзя, и научить его, как нужно поступить в этой ситуации. Тогда такие проявления агрессии будут конструктивными. Тогда подросток, который разбрасывает со стола то, что, когда он разозлен на вас, он разбрасывает все со стола, в конце концов вам скажет: мама, меня раздражает то, что ты мне говоришь, поэтому я все разбрасываю. И эта агрессия будет направлена не на вас, а на эти предметы. И он выскажет вам то, что он думает по этому поводу. И тогда уже можно искать решение проблемы, которая возникла. Есть еще одна проблема, когда дети пытаются оторваться от родителей, то есть получить вот эту сепарацию, а родители их не отпускают. Либо когда дети обижают родителей, родители их отталкивают, говорят: ты плохой мальчик, хочешь уходить, ну и уходи. А вот еще один очень важный жизненный опыт для ребенка. Как вы думаете, какой вывод сделает ребенок в этой ситуации? В этой ситуации маленький ребенок будет думать, что самостоятельность – это плохо. И если я
буду самостоятельным, моя семья не будет меня любить. С этого начинается. А заканчивается, знаете, когда? Следующий этап происходит в школе. То есть если я буду хорошо учиться и буду уроки делать сам, а мамы с папой рядом не будет. Значит, учиться хорошо – это значит потерять внимание моей семьи. Это будет делать тот ребенок, будет так считать тот ребенок, которого отвергали в детстве, отталкивали раньше времени. А следующий этап в подростковом возрасте – я не хочу взрослеть, потому что тогда меня никто не будет любить. И вот этот кризис подростковый очень жестким будет тогда для этого ребенка. Поэтому мама, папа, близкие должны быть рядом и должны помогать ребенку разобраться с его чувствами, должны помогать ребенку понять, как вести себя в той или иной ситуации. Вот это очень важно. Отвергать маленького ребенка нельзя, потому что весь мир строится на любви. И любовь к этому миру будет тогда, когда ребенок будет испытывать эту любовь в душе. Очень важные моменты, которым мы хотим научить детей, часто сопровождаются, да, некими такими нашим давлением на детей. И многие мамы и папы считают, что так нельзя, что ребенку все может быть позволено, пока он маленький. Вот это очень важное заблуждение, потому что ребенок тогда какой вывод делает? Что все в жизни легко мне дается. Это в первую очередь. А во вторую у нас получается еще один очень такой нелицеприятный вывод для родителей, когда родители, ребенок считает, уже будучи старшим, что мама, папа слегка некомпетентны. И спросить совета я должен у кого-то другого, кто поможет мне разобраться с этой ситуацией. Поэтому вседозволенность – это тоже такая очень серьезная вещь, над которой нужно задуматься родителям. Вообще, как бы, если говорить о малышах, то это очень такие человечки, которые действуют и думают одновременно. То есть весь этот процесс у них происходит непрерывно. Мы всегда говорим, что наши дети, у них такая предметно-манипулятивная деятельность у этих малышей. Почему? Потому что они исследуют этот мир, и исследуют все то, что вокруг видят, и то, что их заинтересовало. И очень часто многие родители в силу своей вот такой любви, вседозволенности покупают очень много игрушек, всяких разных, замечательных, а ребенка это не интересует. Потому что вот в возрасте с года, с 1,5 до 3 лет происходит осознание собственного «я», своего пола, да, то есть я мальчик, я девочка, мама девочка, папа мальчик. Это закладывается именно в этот период. И так природой заложено, что в этот период наш маленький ребенок наблюдает за вами, за нами, за взрослыми. И он повторяет все то, что делаем мы. В этот период очень много работы происходит вот там. То есть образуются какие-то нейронные связи, закрепляются они, и делается такой задел на будущее. И поэтому маленького ребенка интересует то, чем пользуются взрослые. Не вот эти вот яркие машинки, куклы там и так далее, которые интересуют, вернее, скажем так, они их интересуют. Какая-то яркая игрушка находится рядом с ним. А еще если у Кати такая же игрушка, я тоже такую хочу. Но больше всего и увлеченнее всего малыши занимаются именно предметами мира взрослых, потому что они приобщаются к этому миру. Они именно в этот момент приобретают свой вот чувственный опыт. И поэтому очень важно в этот момент дать им возможность использовать именно вот свою потребность. То есть играть ложками, кастрюлями, пассатижами, молоточками, конечно, вместе с мамой и папой. Почему? Потому что это очень важно, потому что именно мама с папой покажут, как это делать, он это усвоит, ему будет интересно
И важно это, потому что он получает тепло родителей и учится жизненному опыту, учится доверять им в этот момент. Именно поэтому для малышей в возрасте до 3 лет гораздо важнее мамины кастрюли, папины молоточки, может быть, ножницы, которые он случайно раздобыл и что-то порезал, чем какие-то яркие игрушки. Еще и потому, что существует такое понятие, как вот физиология, существует такое понятие, как развитие и нормы развития. Да? И на каждом этапе у ребенка есть свой жизненный опыт, которого он достигает. Те навыки, которые он уже получил, и на основе которых строится новый жизненный опыт. Есть замечательный фильм, BBC снимали в свое время, это было в начале 2000-х годов, нет, в 2010 году, наверное, это было, который назывался «Малыши». Этот фильм рассказывал об особенностях воспитания детей от рождения до 2 лет в разных странах. И вот там был один замечательный сюжет. Я сделала небольшую нарезочку, мы сейчас с вами посмотрим кусочек, а потом я вам что-то скажу. На основе этого фильма можно сделать небольшие такие выводы для нас с вами. Сейчас он загрузится. Знаете, на что стоило бы обратить внимание вот в этом фильме, в этом сюжете, который мы сейчас с вами смотрели? Да, здесь были наши европейские дети, здесь были дети из кочевых семей, да, то есть это монгольские семьи. Были дети из вообще бушменских семей. И были китайские дети. То есть менталитет у нас у всех разный. Мы все очень любим своих детей и пытаемся их воспитывать, исходя из тех норм, которые приняты у нас. Но обратите внимание, вот здесь чем примечателен, чем замечателен этот фильм для тех, кто пытается понять вот именно этот ранний возраст, это именно реакция детей на то, что происходит вокруг них, да? То есть плачущий ребенок в электронной колыбели, не чувствуя внимания мамы, и малыш, которого мама убаюкивает, напевая ему песенки, они испытывают совершенно разные чувства. И ожидание от этого мира, и отношение к этому миру у них будет совершенно другое. Замечательные мамочки, которые, вот китайская семья, которые, вернее, китайские дети, которые собрались для того, чтобы общаться, для того, чтобы как-то детей якобы социализировать. Они, может быть, хотели из благих это намерений, да, там были игрушки, но игрушки-то были не по возрасту. Почему замечательная девочка плакала? Потому что перед ней была пирамидка, играть с которой она еще не способна. Она не звонит, она не шелестит, ее невозможно с ней поиграть никак, никаким доступным для нее способом. Она расплакалась, еще и мамы рядом не было. А чужим тетям как бы не особо интересно, они в этот момент подвязывали своих детей, чтобы их носить с собой. Вот носить детей с собой, это не всегда значит вот, любить их, ну, неправильно сказала, не всегда значит давать им правильное мироощущение, потому что помимо того, что вы их носите на руках, вы еще должны с ними как-то общаться и давать им возможность развиваться дальше, давать им возможность проявляться каким-то образом. А тут чудная маленькая девочка не получила никакой отдачи, эмоционально она выгорела, у нее случилась фрустрация, у нее вот ничего не получается, еще и мамы рядом нет. И не получается, потому что игрушечки были не по возрасту.
Замечательно малыш топает, да, когда его мама держит за ручку. Но также замечательно он топает сам, он прекрасно этому научится. То есть вот наблюдая за детьми и думая о том, как они чувствуют и что они чувствуют в этот момент, мы делаем соответствующие выводы. Но дело в том, что мамочка, которая находится все время в жизни ребенка и ощущая себя частью этого ребенка, не может наблюдать за ним со стороны, потому что она его часть. Она не может сделать какие-то выводы, кроме того, что ей некомфортно, то есть им некомфортно в этот момент, да, что они плачут. Поэтому существует такое замечательное понятие, которое было введено в 1965 году еще. Вот такое замечательное понятие, как достаточно хорошая мать. Что такое достаточно хорошая мать? Это понятие сейчас уже расширяется, и достаточно хорошие родители говорят. Это та мать или тот родитель, который вот в определенной ситуации выбирает единственный возможный способ для себя и для всех. Это не значит, что это родитель, который имеет право на ошибку. Он понимает, что он имеет право ошибаться точно так же, как любой другой. И он исправляет эту ошибку тогда, когда он готов ее исправить. То есть это родитель, который учится на собственных ошибках, который любит своего ребенка и делает для него то, что он может сделать, а не то, что должен, несмотря на свои какие-то возможности. Вот это понятие «достаточно хорошая мать» или «достаточно хороший родитель» – это именно то, что позволяет мамам, папам, что позволяет семьям жить так, чтобы всем было комфортно. И с тем, чтобы малыш рос в среде, где его все любят, где никто не нервничает, чтобы он не относился с опаской и враждебностью к тому миру, который находится за периметром семьи. То есть мама и папа, они люди, они живые. Точно таким же живым и будет малыш, который растет в этой семье. И это очень важно понимать. Есть много вещей, из-за которых родители нервничают. Да? Например, это засилие социальных сетей, планшетов, горшка. Ой, очень важная проблема, памперсы и горшки. Существует очень много способов и методов, которые помогают родителям с этим справиться. И очень много об этом говорит наш замечательный детский доктор Комаровский. Его можно послушать и какие-то выводы сделать для себя. Но первое, что должны родители понимать в этой ситуации, да, что все, что мы делаем для своих детей, мы делаем во благо их и себя. И то же самое с горшком. Да? Мы отказываемся от памперсов, мы приучаем ребенка к горшку тогда, когда мы морально к этому готовы, когда наша семья к этому готова. И тогда этот процесс проходит спокойно и без стрессовых каких-то ситуаций. Вообще, правда, замечательные существуют способы приучения ребенка к горшку с тем, чтобы это не было стрессом. Даже в течение 3 дней это можно сделать. Но в детском саду это происходит как-то быстро, легко, и только в некоторых ситуациях, это индивидуальные особенности детей, это может оказаться стрессом. Но, как правило, все дети в результате ходят на горшок, и ничего страшного в этом, оказывается, нет. Просто это стрессовая ситуация для мамы и для семьи, в которую они настолько глубоко погружаются, что потом им исправить это очень сложно. А на самом деле, для того, чтобы не нервничали наши золотые мамочки, им достаточно поднять одну очень такую хорошую вещь. Приучение к опрятности ребенка – это очень важно, да? То есть показывать ему какие-то моменты, что вот у нас футболочка грязная, ее нужно переодеть. А чтобы она не измазалась, давай наденем фартушек. А ручки надо помыть. Тогда игрушечки у нас будут чистые, и мы их не измажем супчиком. Это все очень хорошо и понятно, и очень важно. Это ребеночек должен понимать, потому что если мы не будем приучать его к опрятности, он и не привыкнет к тому, что нужно все брать чистыми руками, что ручки нужно мыть. Это вырабатывается именно сейчас, именно вот у малышиков. Так вот, горшок
относится тоже к этому приучению к опрятности, чтобы я был чистый и аккуратный. И осознание вот этого всего вообще-то происходит не раньше, чем в год, 1 год и 7 месяцев. И это уже тоже научно доказано. Можно, конечно, безусловно, можно выработать этот рефлекс у ребенка гораздо раньше. А еще проще нам подстроиться под его определенный ритм и делать так, чтобы было комфортно и ему, и вам. Да? То есть отказаться там в течение дня от памперса, высаживать малыша на горшочек после сна, перед прогулкой, после прогулки, перед едой, после еды, да, на какое-то время. Показать ему игрушечки, вот эти вот резиновые, которые набираешь водичку, они писают, для чего нужен горшочек. Еще лучше, если горшочек мы рассмотрим, мы его выберем себе сами и не будем им играть как игрушкой, а объясним, что горшочек нам нужен именно для того, чтобы писать, да, или куколки писать. И лучше, если этот горшочек будет находиться в поле зрения ребенка. И тогда этот процесс пройдет очень естественно. На самом деле очень естественно. Здесь важно только ваше желание и стремление, и ощущение того, что вам это нужно. На самом деле вам это нужно. И вы не заставляете ребенка это делать, потому что вот кто-то вам сказал, что ай-яй-яй, в вашем возрасте уже пора ходить на горшок. Вообще контролировать этот процесс ваш малыш начинает уже где-то ближе к 2,5 годам. То есть в год и 7 он начинает понимать, да, что нужно ходить на горшочек и что удобнее ходить сухим. А в 2,5 года, где-то в этот период, он начинает это контролировать. И если вы будете настойчивы, спокойны, уверены, если вы создадите для этого все условия, тогда этот процесс пройдет незаметно. И это не будет стрессом для ребенка, горшок, да, который он видит, сразу кричит от того, что он боится на него садиться, потому что его там полчаса держит, и чего-то от него хотят. От чего он не понимает. То есть он сел на горшочек, да, он естественно, да, после сна он хотел писать, он естественно пописал. Вы сказали: ой, какой молодец, как замечательно, ты пописал. Ну, там вот у него этот процесс произошел на горшочке. Он это запомнил. В следующий раз особенно запомнил, потому что вы его похвалили, вы ему похлопали. В следующий раз, да, вы точно так же, когда-то не получилось, но когда получилось в очередной раз, ах, какой молодец, как замечательно, вы ему похлопали. И повторяя это из раза в раз, у него тогда складывается, да, вот эта вот картинка мира, что я хожу на горшочек, я там писаю, а мамочка меня за это хвалит, это замечательно, и у меня сухие штанишки. Это произойдет к 2,5 годам. И все тогда будет замечательно, и у ребенка все получится. Вообще наши малыши именно вот в возрасте от 1,5 до 3 лет приобретают такую вещь, как привязанности, какие-то предпочтения. Здесь уже, оторвавшись от ребенка на какое-то время, можно понаблюдать, что его интересует больше. Да? Кто-то любит рисовать или петь, кто-то любит песни петь, кому-то очень нравится играть мячиком, а кому-то больше всего нравится, например, с мамой на кухне играть там на кастрюле ложкой. Понаблюдав за своим ребенком, вы увидите одну интересную вещь, причем понаблюдав не 1 день, не 2 дня, а сделав вывод. Вот 15 минут в день он играл машинкой, а 40 минут за день он карандашами рисовал. Нет, он не нарисовал ничего. Но вот разрисовывая лист бумаги, он смотрел на то, как меняются цвета в ходе его вот этого вот штриховки. Он смотрел, как карандашик меньше становится. То есть этот процесс его занимал гораздо дольше. То есть у ребенка уже начинают появляться какие-то интересы. А вот дальше происходит что-то удивительное. Чем больше ребенок занимается тем делом, которое ему интересно, тем устойчивее его связи вот здесь вот становятся. То есть вот этот процесс становится для него более
привычным, он делает это более уверенно и все дальше и дальше пытается узнать, а что же дальше будет? А если я буду вот так держать кисточку? А если пластилин растереть по столу? То есть изучая материал, изучая предмет, с которым ему больше нравится, ребенок формирует свои интересы. Мы очень много говорим потом, когда они вырастают, а что же им будет интересно, а чем лучше заниматься. Отдать его на музыкальный кружок, да, или на какой-то творческий. Так вот, понаблюдая за Крохой 1,5 года, мы уже можем понять, что же ему ближе, что же ему интереснее. И исходя из этого, мы уже можем понять, чем же будет заниматься ваш малыш, когда ему будет уже 5-6 лет. И, возможно, внимательные родители смогут построить будущее своих детей гораздо раньше и дать им возможность выстроить это будущее счастливым и успешным гораздо раньше, чем те, которые не заметили какие-то особенности в поведении ребенка. Вообще, ранний возраст это очень такая важная вещь, которая формирует не только завтрашний, но и послезавтрашний день вашего ребенка, а возможно и даже ваше будущее. И очень важно, чтобы в этом будущем участвовали все близкие: папа, мама, бабушка, дедушка. Это те люди, которые формируют цельную картину мира подрастающего ребенка. И именно папа – это тот человек, который открывает границы для ребенка. То есть мама – это тот, кто обеспечивает ему тепло и уют, а папа – это тот, кто его вводит во взрослый мир. Потому что этот человек приходит к нему все время из этого взрослого мира. И он приносит с собой запах этого взрослого мира, какие-то интересы свои. Это тот человек, который может подбросить высоко-высоко, и ребенок ощущает полет, совершенно новые чувства. Бабушка и дедушка – это те люди, которые балуют и дают возможность чувствовать себя маленькими, любимыми всегда. То есть все люди, которые окружают малышей, они формируют их будущее. И очень важно, чтобы они чувствовали вот эти вот границы своих возможностей, границы возможностей своих детей, и держали вот этот вот баланс очень важный, чтобы ребенок вырос успешным, чтобы ребенок вырос счастливым в этом мире, и чтобы он его не боялся, чтобы он хотел его и пытался узнать все больше и больше. Вообще в этом возрасте говорить можно бесконечно. Можно говорить очень долго об игрушках, которые важны нашим детям. Одно понимание того, что говорящие музыкальные игрушки для ребенка раннего возраста – это такая излишняя помеха в изучении мира, потому что они звучат фоном и мешают слышать звуки и музыку окружающего мира. Музыкальные игрушки должны появляться тогда, когда ребенок уже готов слушать, готов воспроизводить что-то. Ведь погремушка для чего нужна младенцу? Чтобы привлечь его внимание, чтобы заставить его слушать. А когда ребенок становится старше, он должен пытаться сам произвести звуки и понять, как же звучит каждый предмет. Об этом можно говорить бесконечно. И если случится наша новая встреча, я бы хотела услышать запрос. О чем же мы с вами еще можем поговорить? Мы можем поговорить об игрушках, мы можем поговорить о развивающих занятиях, которые полезны для малышей. Мы можем с вами поговорить о роли бабушки, дедушки в жизни ребенка. Мы можем попытаться узнать способы приучения к горшку максимально быстрые, потому что это есть некая система, о которой можно говорить. Мы можем с вами поговорить о том, как приобщить ребенка к миру музыки, что очень важно для развития речи и фонематического слуха детей. Я очень рада была, что вы меня слушали. Я рада, что была вам полезна. До свидания. Всем большое спасибо.